На канале Абхазского телевидения информационный выпуск Амшикшара. Здравствуйте. И коротко о главном. Открытый разговор, актуальные вопросы обсудили в администрациях Галского, Ткорчалского, Гулрыбского и Ачимческого районов. Памятная дата. 15 июля исполнилось 90 лет со дня рождения видного государственного и партийного деятеля, первого секретаря Абхазского областного комитета партии Бориса Адлиба. В круглосуточном режиме о работе Сухумского пункта скорой помощи в условиях роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Большие игры на Кавказе. В Сухуми прошел круглый стол, участники которого обсудили внешнеполитические вызовы, проблемы и задачи, стоящие перед Абхазией. По поручению главы государства Аслана Бжания, руководитель администрации президента Алхаз Квициня провел выездные совещания в Галском и Ткорчалском районах. В поездке Алхаза Квициня сопровождали первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, министр по налогам и сборам Джансух Нанба. На повестке дня ряд актуальных вопросов, в числе которых эпидемиологическая обстановка, потребление электроэнергии, незаконная деятельность криптоферм, меры по борьбе с ними, собираемость налоговых платежей. Подробности в специальном репортаже Сарьи Кварацхеля. В январе 2021 года в Галском районе был создан оперативный штаб по борьбе с незаконной деятельностью по добыче криптовалют. За полгода было демонтировано 5 ферм, а за последние 2 недели в частном секторе было отключено более 100 майнингов. Мы делаем все максимально возможное, чтобы облегчить, как-то улучшить жизнь людей. Я обещаю, такими людьми мы дело иметь не будем. Мы приложим максимум к ним, чтобы им так же жилось плохо, как сейчас живется нам тут всем. Они вообще останутся без какого-либо электричества. Сегодня мы все должны понять, что ситуация в энергетике у нас сложная. И мы друг другу все должны помочь. Я не отрицаю, что где-то в руководстве страны или в правительстве, в каком-то ведомстве, да, могут быть нечистоплотные люди. Могут быть такие люди, которые это дело, как говорят у нас, модно крышуют. Я вас всех прошу, обращаюсь к телезрителям, если кто-то знает о них, пусть скажут, хотя бы анонимно. По словам директора Галской РЭС Нияза Джгириная, техническое состояние сетей Галского района удовлетворительное, хотя линии электропередачи и трансформаторы старые, 60-х, 70-х годов прошлого века. Потребление Галского района на душу населения самое низкое по Абхазии, а оплата самая высокая. При этом в последнее время потребление электроэнергии возросло по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет. В среднем показатель потребления превышает 35–40%, а общая задолженность в районе около 30 миллионов рублей. Нагрузки подстанции ГАЛ по сравнению с 2019 годом увеличились с 6 до 9 мегаватт. Чем это обусловлено, рассказал Нияз Джгириная. У нас есть прилегающие районы, которые сидят на подстанции ГАЛ-110, есть которые относятся к Ткорчальскому району. Этот вопрос не раз поднимался, и там было отключение, у нас было отключение, у нас сейчас по сравнению все в норме, рост максимум 5%, не больше. Начальник налоговой инспекции Роберт Джиба сообщил, что в районе план первого полугодия выполнен на 114%. Перевыполнение составило 2 миллиона 567 тысяч рублей. По земельному налогу в первом полугодии остается только одно село Хашта. Должники есть и среди юридических лиц. ООО «Казгаз» 90 тысяч за 2020 год недоимка. ООО «Галнирудпром» 130 500 рублей, это с 4-го квартала 2016 года, но материалы переданы в службы судебных исполнителей. Им там график устроили, установили и потихоньку оплачиваем. И «Империал Фарм» 756 100 рублей выставлены на инкассы, но у него уже в районе землю отняли, договор расторгнули.
По словам главврача Галской ЦРБ Стамура Гамге, эпидобстановка в районе более благоприятная, чем в Западной Абхазии. Здесь отмечается небольшой прирост заболевших COVID-19, однако ситуация контролируемая. За последний месяц было протестировано 110 человек, из них 17 COVID-положительных. В Галском районе нет COVID-госпиталя. Все пациенты наблюдаются амбулаторно. Для этого создан дневной COVID-стационар, куда больные приезжают в назначенное время и им проводят необходимое лечение. В связи с последними данными по ковид-ситуации на КПП «Ингур» был уже окончательно установлен медицинский пункт стационарный, где ведется учет, статистика пересекающих граждан. К ним определенные требования для пересечения. В ходе совещания был также затронут вопрос пересечения абхазо-грузинской государственной границы по реке Ингур. За полгода границу пересекли 70 тысяч человек, а за прошлую неделю порядка 15 тысяч. Процент задерживаемых граждан, те, которые пытаются нарушить государственную границу вне пункта пропуска, он снизился незначительно, порядка 30%. На данный момент за вчерашний день у меня задержано преднамеренных нарушений государственной границы 7 человек. Причем мы с прокурором обсуждали, в одном случае у меня уже повторно задержан гражданин при попытке контрабанды сигарет большого количества. То есть он то же самое не прививался, то есть никаких медицинских, так скажем, процедур он не проходил. Депутат Галского районного собрания Ольга Белоусова подняла на совещании вопрос паспортизации жителей района. Это письмо, которое мы готовим, это черновой вариант, оно предназначалось не вам. Мы предназначали это письмо спикеру парламента. Мы хотим, чтобы вы знали, что аннулировав в 2016 году наши паспорта, вы не только лишили нас гражданства, но и сильно унизили нас. Забрали будущее у наших детей. Блестящие выпускники наших школ не видят перспектив в дальнейшем своем росте, уезжают на обучение в вузы Республики Грузия, становятся там высококвалифицированными специалистами и сюда больше не возвращаются. Когда Владислав Григорьевич Ардзинбан призвал самурзарканцев вернуться, он не видел в нас врагов. И почему вы искусственно создаете в Гале резервацию? Документ, который был принят в 2016 году, был необдуманным и ошибочным, ответил Алхаз Квициния. В правительстве вопрос паспортизации обсуждается, добавил он. Затем Алхаз Квициния провел выездное совещание в Тхуарчалском районе. С января по 14 июля здесь выявлены 23 объекта, занимающихся незаконной деятельностью по добыче криптовалют. Все устройства демонтированы и изъяты. Их общая мощность составляет 7920 киловатт. Не нужно к этому относиться агрессивно. Надо относиться с пониманием по одной простой причине, что мы можем остаться без света осенью. То есть, чтобы мы не остались, народ не должен страдать из-за того, что кто-то может зарабатывать деньги. Если мы хотим построить государство, мы должны быть законопослушными. То есть все, что делается на территории Абхазии, должно быть законное. Только за последний месяц было выявлено 3 объекта общей мощностью 631 киловатт. При этом допустимая норма расходов электроэнергии по району составляет порядка 10 мегаватт. На сегодняшний день расход составляет около 9 мегаватт, то есть на 1 мегаватт меньше. Задолженность за электроэнергию в Тхуарчалском районе с 2017 года составляет 22 миллиона 193 тысячи рублей. По словам начальника РЭС Вахтанга Харчилава, им не хватает контролеров. Люди не идут на эту работу из-за низкой зарплаты. Всего 3 человека работает, и то пенсионного количества абонентов. Вот именно вопрос в том, что количество абонентов небольшое. Даже пенсионерам предлагаем, чтобы пойти на работу. Она собирает, скажем, грубо говоря, 10 тысяч, снимая налоги, она получит на руки 800 с копейками. Не хотят на такую работу идти, тем более по подъездам подниматься. Не хотят, вот категорически отказываются. Сейчас у нас ребята молодые в сбытии по юрлицам, которые работают, наряд даем каждое утро, чтобы ходили вместо контролеров. Другого варианта пока другого варианта нету. Если абонентов было достаточно и оплачиваемость нормальная была,
Я думаю, пошли бы люди, молодые пошли бы люди. О ситуации в области собираемости налогов в районе отчитался начальник налоговой инспекции Джон Аршба. Так, план за полугодие выполнен на 107%. Динамика роста составила 117%. Показатели выполнены по всем видам налогов, за исключением налога на прибыль. Общая задолженность налогоплательщиков по району составляет 27 миллионов рублей. На встрече обсудили и криминогенную обстановку в районе. За полгода совершено 9 преступлений, из которых 6 раскрыты, ни одного особо тяжкого. На сегодняшний день в районе 78 заболевших COVID-19. 448 человек привиты первым компонентом вакцины «Спутник Ви». 290 получили второй компонент. Сария Кварацхеля, Саида Гухава, Абхазское телевидение. Эпидемиологическая обстановка, потребление электроэнергии, незаконная деятельность криптоферм, меры по борьбе с ними. Собираемость налоговых платежей обсуждались и на выездных совещаниях, которые провел руководитель администрации президента Алхаз Квициня 15 июля в Гулрыбском, Ачамчирском и Сухумском районах. На встречах руководители профильных подразделений доложили о проводимой работе. 15 июля исполнилось 90 лет со дня рождения видного государственного и партийного деятеля, первого секретаря Абхазского областного комитета партии Бориса Адлиба. В селе Чело Ачамчирского района состоялась церемония возложения цветов к его могиле. Чтобы почтить память Бориса Адлиба, в его родное село приехали президент Аслан Бжания, спикер парламента Валерий Кварчия, глава администрации президента Алхаз Квициня, секретарь Совета безопасности Сергей Шамба, мэр Сухума Беслан Эшба, политический и государственный деятель Вячеслав Цугба, глава администрации Ачамчирского района Беслан Бигвава, члены правительства и представители общественности. Напомним, что памятные мероприятия, посвященные 90-летию со дня рождения Бориса Адлиба, перенесены на более поздние сроки в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране. Сегодня 90 лет со дня рождения выдающегося политического деятеля, национального деятеля Абхазии Бориса Викторовича Адлиба. Это человек, который яркий след оставил в истории нашего народа. У нас были и другие секретари обкома партии, но это, наверное, человек, которого можно выделить из ряда всех политических деятелей последних десятилетий, потому что самое сложное время, когда при распаде Советского Союза мы столкнулись с агрессией со стороны наших соседей грузинских, когда вопрос стоял о самоопределении абхазской нации, он проявил себя как истинный патриот. Мы хорошо помним Лыхнинское обращение, которое он первым подписал, привел сотрудников Абхазского обкома, абхазских политических деятелей в Лыхне вместе с собой. Они также подписали это письмо, потому что это была его воля. К сожалению, болезнь его рано забрала, но в памяти народа он, конечно, останется одним из самых таких ярких патриотов своей земли, ярким представителем нашей нации. Задержан ранее разыскиваемый Амиран Лакирбай, подозреваемый в совершении хищения денежных средств фонда репатриации, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Абхазии. Лакирбай Амиран Георгиевич подозревается в совершении хищения путем мошенничества денежных средств фонда репатриации в особо крупном размере на общую сумму более 25 миллионов рублей группой лиц по предварительному сговору с министром по репатриации Дбар Бесланом Андреевичем и инженером по техническому надзору фонда репатриации Денисом Романовичем Кови. Предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством сроки органов расследования будет направлено в Сухумский городской суд ходатайство об избрании в отношении подозреваемого Лакирбая меры пресечения, связанной с заключением под стражу.
Прокурорский надзор за соблюдением законодательства в сфере энергетики и противодействия коррупции признан неэффективным. Такие выводы были сделаны по итогам совещания в Генпрокуратуре Абхазии под председательством генерального прокурора Адгура Агрба. В совещании, состоявшемся 15 июля, участвовали прокуроры городов и районов Абхазии. Прокуроры горрайорганов подвергнуты дисциплинарным взысканиям. Генеральным прокурорам даны конкретные поручения, направленные на усиление прокурорского надзора на данных направлениях, и обозначены сроки их исполнения. Министр иностранных дел Абхазии Даур Кове отбыл с рабочим визитом в Республику Никарагуа. В рамках рабочего визита планируется проведение ряда встреч с руководством страны, в ходе которых пройдет обсуждение вопросов двустороннего абхазо-никарагуанского сотрудничества. Даур Кове также примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 42-й годовщине сандинистской революции. Министр здравоохранения Эдуард Будба побывал с рабочей поездкой в Гагарское ЦРБ, где обсудил с руководством района и медперсоналом больницы ситуацию с распространением коронавирусной инфекции. Подробности в репортаже наших коллег и с Гагра ТВ. Согласно последним статистическим данным, количество ковид-положительных пациентов в республике увеличивается. В стационаре ковидного отделения Гагарской центральной районной больницы лечение проходит более 40 человек. 12 из них в тяжелом состоянии. Об этом на рабочем совещании рассказала главврач Гагарской ЦРБ Индира Арсалия. Министр здравоохранения Республики Абхазия Эдуард Будба интересовался, какие проблемы возникают у медицинских работников Гагарской ЦРБ. В меньшей степени задействовать. И по Гудаутскому ковидному госпиталю у нас формируются бригады по стране. Мы мобилизуем все силы, внутренние резервы, вы прекрасно все знаете. Рост больных идет, поэтому я сегодня сюда приехал для того, чтобы обсудить с вами со всеми внутренние проблемы, которые мы должны с вами вместе как коллегиально решить. В ряде существующих проблем Индира Арсалия подчеркнула главную из них – это нехватка кадров, так как среди медицинского персонала есть заболевшие коронавирусной инфекцией. В ходе совещания министр здравоохранения и руководство района озвучили варианты решения этой проблемы, в том числе привлечение интернов или специалистов извне. Сегодня администрация Гагарского района делает все возможное для решения проблем, стоящих перед ЦРБ, держит на контроле лечение ковид-положительных пациентов. Мы принимаем пациентов, лечим их. Если тяжело больной, мы его вывозим в Гудауту. Сегодня у нас 12 уже больных. Чтобы люди отсюда не уезжали, лечились здесь. Что нам нужно, необходимо. Надо сейчас здесь все сидим, надо решить этот вопрос. Гудаутская больница не может принимать. Нет, пока у нас есть резервы в плане того, что сейчас коечные места есть, но мы просто на шаг вперед, если будем идти прогнозировать, чтобы мы к этому не пришли по факту. Поэтому, да, какие у вас сложности, что я поэтому и приехал сюда. Значит, смотрите, для того, чтобы эти больные тяжелые здесь оставались, нам нужна реанимация. Но на сегодняшний день, даже если вот часть оборудования есть, кислород тоже можно взять. У нас большая проблема со специалистами. В пик летнего курортного сезона есть заболевшие среди туристов. Конечно же, они приходят в Гагарскую ЦРБ, и медики им оказывают необходимую помощь. Тяжелых направляют в медучреждения России. Также усиленно работает общий стационар больницы. Сюда в различные отделения каждый день обращаются около 100 человек. К примеру, только за сутки в детское отделение обратилось более 40 детишек, в основном с кишечной инфекцией. У всех пациентов общего стационара берут ПЦР-тесты на коронавирус. А в завершении работы совещания глава Минздрава Абхазии Эдуард Будба отметил, что все мы вместе должны приложить максимум усилий в борьбе с коронавирусной инфекцией. По данным оперативного штаба по защите населения от коронавируса, на 14 июля в Гудаутской ЦРБ находится на стационарном лечении 157 пациентов. Из них в тяжелом состоянии 43 человека. В Сухумской инфекционной больнице 18 человек в тяжелом состоянии здоровья. На фоне таких цифр многие продолжают игнорировать элементарные правила безопасности.
Наш следующий сюжет о работе Сухумского пункта скорой помощи, медперсонал которого без сна и отдыха в круглосуточном режиме оказывает помощь больным. Репортаж Лауры Капш. Пандемия COVID-19 стала непростым этапом для человечества. Медики всего мира испытывают колоссальные нагрузки, день и ночь сражаясь за жизнь и здоровье своих пациентов. Статистика заболеваемости COVID-19 в нашей стране не улучшается. При этом столичная скорая помощь работает в усиленном режиме, круглосуточно принимая звонки и оказывая помощь больным. В Сухумском пункте скорой помощи работают 4 группы. Пункт укомплектован всем необходимым, в том числе средствами индивидуальной защиты. У нас все есть, значит, халаты, комбинезоны, маски, все необходимое для защиты. Плюс необходимые медикаменты для оказания помощи, именно экстренной медицинской, первой помощи. Ежедневные инструктажи у нас, значит, выработали хорошие навыки. Значит, дальше могу сказать, что отработано вот это, значит, и навыки, и все системно организована вот эта работа, борьба с пандемией. Благодаря инструктажу, который прошли сотрудники скорой помощи, они теперь с легкостью справляются и с ковид-больными. Несмотря на высокий риск заражения, продолжают выполнять профессиональный долг. Единственная сложность в том, что количество больных растет, при этом ощущается нехватка медперсонала. Если до пандемии в летние периоды поступало от 30 вызовов в день, то на сегодня их количество возросло до 60. Просьба к населению. Хочу обратиться, сказать, так как количество пациентов в геометрической прогрессии растет, я вас прошу, и берегите себя, и берегите родных, близких. Подумайте, что, значит, для вас это может быть не страшная болезнь, но для близкого вашего может быть оно и смертельно. Просто надо донести до каждого, и вот каждый должен вот понять для себя, и тогда нам всем совместно бороться с этим намного будет легче. Сейчас в первую очередь помощь оказывается ковид-больным, так как их количество намного больше. Если говорить в процентном соотношении, то 90% обслуживаемых пациенты с коронавирусной инфекцией. У нас не то, что мы, медики, забыли про другие соматические состояния заболевания. Дело в том, что люди, даже хронические больные, которые вызывали часто по своим болячкам, сейчас все вызовы связаны только с ковидом, только температура высокая, вся симптоматика ковидная, вот с такой симптоматикой основная масса вызывает нас. Настолько этот вирус, так вот он свирепствует сегодня по всему миру, что другие болезни просто отошли. Есть случаи, когда в обществе говорят, что зачастую скорая помощь не приезжает по вызову к ковид-больным. По словам главврача Сухумской станции скорой помощи Аслана Джупа, такая информация недостоверна. Напротив, скорая в первую очередь оказывает помощь ковид-пациентам. Вместе со своими участковыми поликлиническими врачами ведем пациентов более 400 человек на дому. Более 450 человек, даже вот так могу сказать, на дому. И, значит, есть у кого, значит, прям заметно динамика положительная идет на улучшение, и все спокойно, мы дома долечиваемся. Но если малейшие какие-то осложнения, то есть кашель усилился, температура стала совсем неукротимой, да, сатурация падает, то есть по таким этим критериям мы решения принимаем и сразу госпитализируем. С самого начала пандемии коронавируса врачи скорой помощи Абхазии находятся на передовой борьбы с болезнью. Они, как и их коллеги, не устают призывать население соблюдать элементарные правила безопасности. Лаура Капш, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. В Абхазии вакцинацию от COVID-19 прошли 6398 человек, сообщает пресс-служба Минздрава. Большая часть привитых граждан – жителей города Сухум и Сухумского района. Второй компонент вакцины «Спутник Ви» получили 4047 человек. Большие игры на Кавказе – современные политические реалии. Круглый стол под таким названием провел Координационный совет организации русских соотечественников Абхазии. Цель конференции – анализ угроз для Абхазии со стороны Грузии, в том числе информационных. Репортаж Эсмы Гуланце.
Современные внешнеполитические вызовы, проблемы и задачи, стоящие перед Абхазией. Дискуссия объединила абхазских и российских политиков, общественных деятелей, военных. Руководитель Россотрудничества Вадим Чеха затронул тему некоммерческих организаций и их роль в контексте политики. В своем докладе он подчеркнул, что Абхазии важно сохранить традиционный уклад жизни, который может противостоять любым воздействиям извне. Меня, допустим, как преподавателя, как доктора наук, всегда восхищает, когда я в школу захожу или в университет, сразу все дети встают. Просто до сих пор, 3 года здесь живу, неудобно, как-то не могу привыкнуть к этому. Но это, тем не менее, показатель такой культуры традиционной, высокой культуры. В этом смысле деятельность любая извне не должна вторгаться в эту культуру. Она не должна трансформировать ее, как-то подвергать сомнению. И более того, для молодежи, для молодых людей усвоение этих норм традиционной культуры, оно является защитой от внешних каких-то манипуляций. На конференции также обсуждались вопросы безопасности Абхазии и наращивания военных сил Грузии. В своем докладе офицер Генерального штаба Вооруженных сил Республики Баграт Дармава отметил, что США стремится к долгосрочному закреплению военного, экономического и политического влияния в Черноморском регионе, а Грузию рассматривает как партнера-проводника своих интересов. При непосредственном участии американских специалистов разработаны концепции национальной безопасности, стратегический обзор обороны, национальная военная стратегия, ежегодник видения министра обороны и другие доктринальные документы, с опорой на которые формируется внешняя политика Тбилиси, ведется строительство вооруженных сил и организуется сотрудничество с Вашингтоном в оборонной сфере. С подписанием в январе 2009 года Хартии о стратегическом партнерстве межгосударственные отношения вышли на новый уровень, а США в том числе взяли на себя обязательства по модернизации грузинской армии и повышению обороноспособности страны. Рассматривая НАТО в качестве главного гаранта национальной безопасности, Тбилиси целенаправленно наращивает с ним военное сотрудничество. При этом отношения между Абхазией и Россией были охарактеризованы как дружественные, руководствующиеся принципами взаимного уважения, государственного суверенитета и территориальной целостности, а также мирного урегулирования споров и неприменения силы. По плану Министерства обороны России подразделения Вооруженных сил Республики Абхазия совместно с подразделениями 7-й военной базы в период с 21 сентября по 26 2020 года военнослужащие приняли участие в практических мероприятиях в ходе проведения стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020». Целью учения явилось проведение учебно-боевых действий по отражению агрессии от вражеских настроенных государств и уничтожению условного противника на территории Республики Абхазия. В ходе проведения стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020» были отработаны элементы высадки морского десанта на территории полигонов. В маневрах приняли участие более 3000 военнослужащих и свыше 300 единиц различной техники. На конференции присутствовал вице-премьер, министр финансов Абхазии Владимир Делба. Он подчеркнул, что обороноспособность республики – одна из приоритетных задач руководства страны. Конечно, такого не хотелось бы говорить, и тем более и видеть. Но с учетом обстоятельств мы эту тематику на самом деле уже слышим и знаем, и они все больше и больше становятся обсуждений, поэтому придаем тоже этому особое значение с точки зрения финансового обеспечения и подходов к обороноспособности нашей страны с точки зрения ресурсного обеспечения, финансового, ресурсного, неважно. В этом, то есть, это тоже задача такая ключевая стоит у государства. Участники форума обсудили проблемы и задачи, касающиеся информационной безопасности республики. Сошлись во мнении, что Абхазии нужно вести более продуктивную пропаганду национальных интересов республики. Эсма Гуланзе, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. 16 июля состоится внеочередное заседание сессии парламента. В повестке дня 5 вопросов. Депутаты намерены рассмотреть постановление Народного собрания о стратегических объектах Республики Абхазия, об экстренных и неотложных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, а также об обращении Народного собрания к президенту в связи с кризисом в энергетической отрасли. Абхазское телевидение объявляет набор телеоператоров и монтажеров. Полную информацию вы можете получить по телефонам 226 11 44, 229 40 26, 770 35 95.
И в конце выпуска прогноз погоды. По сообщению гидрометцентра, в пятницу 16 июля в Абхазии ожидается небольшая облачность, без осадков, высокий уровень ультрафиолетового излучения. Температура воздуха ночью плюс 20-25, днем плюс 27-32, температура морской воды плюс 26 градусов. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго.